посмотрим специального гостя, Эстонский театр РАН, спектакль «Оборотень». Сейчас мы сможем пообщаться с представителем этого театра, с продюсером, с режиссером, с актерами. Небольшое объявление. Для операторов и фотографов у нас будет съемка в 15:00, потому что в самом спектакле фото и видеосъемки будут запрещены. Вот. И в 20, сам спектакль 19:00, и в 22:00 у нас торжественное закрытие в фойе театра «Камал». Итак, первый вопрос я хочу адресовать продюсеру Мерту Меусу. В принципе, мы уже знаем небольшую предысторию сотрудничества создания спектакля «Оборотень». Мне Сагланов рассказывал, что на одном из фестивалей «Наурус» вы посмотрели спектакль Сергея Потапова «Тиит», заинтересовались этой фигурой, и вот так из этого вылился уже спектакль «Оборотень». Действительно ли это так, или Илья Сагланов все выдумывает, это все легенда? Расскажите подробнее о вашем проекте. Ну, это правильно, что первый раз я смотрел спектакль Сергею здесь. Это был, да, спектакль «Тит». Но первый раз мы встретили все-таки в Транзите, Новосибирск. Это был год перед этого. И так там мы поговорили об этом, чтобы, может быть, он согласен поставить Эстонии. И я ему послал пакетик, такой, где были пьесы нашего классики, были там книги. И Сергей сам уже может сказать, когда он первый раз читал «Оборотень», почему он был согласен. Скажи что-то. Ну, он был писарем, и меня это зацепило. У нас многие наши писатели тоже были вначале писарями в деревне, потом уже начали писать пьесы. И как-то это было как-то очень близко с нашими драматургами. Ну и тема такая тоже лирическая, очень похожа на нас. Меня зацепило и пошло по этому. Ну, я очень рад. Эстонцы, мы все-таки маленький народ. И если кого-то интересует нашу классику или хочет даже поставить это, для нас это очень большой честь. И мы очень благодарны, что Сергей это делал. И я продолжаю эту работу все время. Я знаю уже, у нас планы такие, что может быть еще кого-то с российским режиссером поставить наш известный классик Tammsaare. И я знаю, что Минусинский театр хочет поставить «Оборотень», и премьера должен быть осенью. Это для нас это очень прекрасно. Да, возможно, Фарид Докчентай в вашем театре поставит. Не было таких идей. Что? Режиссер театра «Камал», да, Фарид Докчентай. Чтобы пригласить? Да, да. Ну, кто знает. Ну да, это интересно. Мы говорили сотрудничество, что мы хотим пригласить, может быть, какой-то спектакль, мы посмотрим, в каком времени и когда мы можем играть. Поэтому что общество татар Эстонии тоже есть один из больших маленьких народов там. Я знаю, что где-то 3000 татар живет в Эстонии. И у них, я уже даже позвонил руководителю этого общества, и они очень интересуются, чтобы пригласить спектакль. Спасибо. Я предлагаю передать слово актеру. С нами здесь Кристо Видин. Он играет Маргуса, сына хозяина хутора. И Мари Лил, она играет бабушку. Кристо и Мария, я к вам вопрос. Расскажите об опыте работы с Сергеем Потаповым, о процессе вообще подготовки спектакля, работы спектакля, свои впечатления. Это уже было давно, и, ну, не сказать, это очень интересно было, поэтому
меня взяли позже, это другая актриса болела, и я сделала только 8 репетиций. А первый раз, как мы с Сергеем встретились там, где мы репетиции были, это было около моря, таком. Там фотографии видно, что это старый котельный, которым у нас была премьера, около моря были. И очень красивое место, и мы встретились первый раз перед первой репетицией, там кафе. И насколько мы там несколько эти предложения меняли, что я раньше сделала, и тогда ходили туда, рум, где репетиции. А я сразу чувствовала, что это трудно словами сказать, что вот чувствовала, что я понимаю этот человек. А может быть, теперь мы играли якут, и я думал, что эта разница очень большая, но мы оба северные народы, и у нас, по-моему, очень такого близкого понимания и даже культуры. Мы легко понимать друг друга. И мне было это очень-очень интересно работать. И кому сказать, что я рада, что я в этом труппе. И мы едем теперь много фестивалей. Были Норильске, были Якутии, Якутске, Петербурге, Новосибирске. В общем. А у себя в Эстонию сколько раз играете в месяц? Мы играли первый год 10 раз в июне. 10-11. 10 раз в месяц? 11 Нет. Подряд. У нас такой проектный театр. Мы планируем так, что подряд играем. Так пару раз в месяц, так мы не играем, как репертуарный театр. Но сейчас у нас будет большие спектакли осенью в Эстонии. У нас в оперном балетном театре один спектакль и другой театр Ванамойна. И у нас следующий гастроль, следующий фестиваль, который мы будем играть, это будет в Южной Америке, Сантьяго Миль. Это такой самый большой фестиваль Южной Америки. И руководитель этого фестиваля специально едет в Питер, чтобы посмотреть наш спектакль и пригласил туда. Мы там играем в начале января 5 спектаклей. Да. Да. Это был в самом начале летний проект, такой летний спектакль. Yeah. У нас в Эстонии летний театр это очень популярный. Сейчас каждое лето очень много разных проектов сделают. И «Оборотень» тоже был один из таких проектов. Мы играли 2 года назад, и тогда тоже прошлое лето. И потом мы начали гастролировать на фестивалях. И мне кажется, что сейчас вот это спектакль, по-моему, стал лучше и лучше, когда мы гастролируем везде в России, потому что зритель российский очень хорошо нас принимают. Да, языка не понимают, но все равно очень хорошо принимают. И поэтому связь между нами очень даже сильнее, чем в Эстонии. Я не знаю, что там, но там что-нибудь есть. Последний раз мы играли в Якутск. Мы последний раз играли в Якутск, и там уже все после спектакля говорили, что видно, что режиссер якут. Но мы друг другу во время репетиции друг другу поняли без слов очень быстро. И переводчик почти не был нужен. Да, как Мария уже сказала, что мы северные народы, и что-нибудь там очень близко в душе. Ну,
Вначале показали деревенских там, деревни. Пришли деревенские эстонцы и молчат сидят. Нету никакой эмоции. Я думаю, все, конец фильма. Я говорю, нет, это деревни, говорю, люди не показывают свои эмоции. Но у нас тоже такое есть иногда. Это тоже похоже. Потом, слава Богу, потом пришли другие зрители уже из города и они подключились. Откуда у вас такой русский язык хороший? Я учился в Санкт-Петербурге в театральном академии у Лев Эренбурга 1 год. И да. Для вашего коллеги. Коллеги, какие еще вопросы? Можно? Да, Александр, представляйте, пожалуйста. Лейсан Фаизова, радио ГТР Татарстан. Я хотела спросить, что такое летний фестиваль, какая специфика там есть? Вы только летом показываете, или потом в течение года как это? Это не фестиваль, это так и называется летний театр. Летний Все театр. разные проекты, ну, и репертуарный театр сделают свой летний проект. И проект, Разные театры да, делают. почти все театры. У нас очень популярный летний театр, и у нас где-то 30-40 премьера летом. И они играют в разных местах, в природе. Там. У меня есть такие места, как Старый Котельный, Старый Вокзал, Коровник. Таких мест играем. И это очень популярные люди. Это немножко как туризм, но театр тоже очень, очень уже на очень хорошем уровне. Поэтому что театральные премии у нас летний спектакль все время кандидирует. И сейчас у нас работает Тамир Салимзянов, делает тоже летний проект. Да. И он делает, он сам писал одном античным легендам, писал пьесу. И Амфитрион. Амфитрион. Древнегреческий. Он играет главную роль. Да. И прошлый год был Бесегов, Сергей был, еще поставил одну спектакль. У нас был еще Марат Качалов, кто еще был из России. А будет Дмитрий Егоров, Митя Егоров следующий год, и Юлия Аук будет поставить, потому что Юлия родилась в Эстонии. Очень театральный народ эстонцы. Там театр ходит больше, чем население. Миллион человек. Действительно, а есть какой-то процент? Ну, говорится так, что мы втором месте в мире. У нас эстонцы где-то 1 миллион, а театральные зрители у нас год 1 200 000. Значит, Но еще у нас Каждый 300, эстонцы 1 миллион, а 300 000 русскоязычных. У нас 1 300 000 жителей. Приезжают очень далеко на машинах. Я не думал, что приедут. От города же далеко. Мы же ленивые какие-то. Иногда нам даже по городу ленимся дойти. А они приезжают очень 30-40 минут на машине едут, чтобы посмотреть спектакль. Ну да, так, это так. Это всегда так было или это какое-то явление последнего 10 Последние 15 лет так. Так, это как, ну, это очень, очень приятно, мы очень много. Вот это место, которое мы этот Побратин делали, это так как столица летного театра, там были очень много проектов. И один проект был такой у меня, это был в 2007 году, там был 18 спектаклей, и средний зрительный был там 650. Это значит, что они все машинами ездили туда. Каждый спектакль был средний 650 зрителей. Можно еще? Да, конечно. Как сложилось, вот тут уже сказали, как
к нам приехали на Наурус, знали вы ли об этом фестивале раньше? Вообще фестиваль творческого театра? Но я был здесь 2 года назад, и очень интересный фестиваль был. Здесь я видел ТИТ, но мы все время общались, чтобы, может быть, но если сейчас все-таки, я же понимаю, такой фестиваль С якутским акцентом. И у нас и режиссер якут, поэтому, наверное, фестиваль интересовал и пригласили. Да, конечно. Татар реформ. Дальше с Потаповым будут общие проекты еще? Но я знаю, он будет следующий год в нашем русском театре поставить 33-й. Ну, и, да. После Нового года. И русский театр в Таллине. Ну, конечно, мы же молодые еще. Наверное, встретимся. У меня 3 Шекспира проекта. Король Лир, Ричард и Гамлет. В разных. Король Лир где? А где Король Лир? Гамлет. В Казахстане А Гамлет? у себя. Мы сейчас мы построили такую театр Таллина, как свободная сцена. И сейчас мы другую еще построим в городе Нарва, где 96% русскоязычный живет. Такой город у нас. И конечно, там очень делать таких сотрудничеств с русскими режиссерами. Все-таки город Нарва, Питер там ближе, чем Таллин. И для нас это очень важно. И поэтому я хочу, что Сергей тоже там что-то думали, может быть, будет поставить. Посмотрим. Оно надо еще построить. Следующий год у нас открытие будет в сентябре. А можно чуть подробнее про пьесу все-таки? Автор? Чуть-чуть. Вечером видите. Про опыт. Про оборотень, да? Это классика, в принципе, да, информация есть. Ну, это один из самых известных пьес Эстонии. Эстонцы много поставили, и там уже там какой-то стереотипы уже есть. Фильм сделали. Да, фильм сделали даже, да, кино. И в школе даже учится эту пьесу, но это они должны читать, и это такой очень известный. И для меня был очень важный этот интриг, если приглашу якут, чтобы как это эстонцы принимают, чтобы он. Я раньше не знаю, что один раз в советском времени поставили эту пьесу Россию, это был здесь, в Казани. Да, в Казанском ТЮЗе поставили начало 72 или начало 70-го года. В Польше этого, по-моему, не поставили здесь. Поэтому и эстонцы эту пьесу очень важны там. И как эстонцы это принимали, это тоже интересно, потому что некоторые критики не принимали, потому что, может быть, там они знают, какой должен быть Тина уже, и какой должен быть Мари. Но Потапов это, наверное, не делал по-другому, и поэтому это очень интересно было, как эстонцы принимали, а большинство публика очень хорошо принимает. Поэтому что
Но сегодня мы узнаем, как татарстанские зрители Ну вот, это, видят. да. Мы не- У меня был стереотип, что эстонцы медленные. Ну, есть же такое, да, красивые. И вдруг это, они говорят текст, и говорят, а что, здесь же текста много, а мы уже все сказали. На сцене все, эстонцы быстрые. Да, можно. Андрей Школьный из Венгрии. И к нам в этом году приезжал на фестиваль, международный фестиваль, спектакль Алиса Херманса «Черное молоко», который очень интересную тему осветляет. Это исчезновение какой-то культуры, какого-то времени, какой-то традиции. И это, как он определил, если я правильно помню, что дух и духовность латышского народа это в коровах, да, то есть в деревне. И когда исчезнет последняя корова и последняя бабушка, которая доит этих коров, исчезнет и дух Латвии. Вот как-то так определил. В Венгрии это тоже очень такой актуальный вопрос. Отношение к нашим традициям, вот, сохранять, в какой форме сохранять, и какая перспектива глобальной глобализации, во время глобализации, какая перспектива для наших традиций. Вот я хотел бы спросить, во-первых, как эстонцы об этом думают, а во-вторых, вот режиссер, тут иногда виднее даже со стороны вот эти процессы, может быть, виднее, как вы смотрите, Сергей, на то, что как относится к своим традициям эстонцев. Простите за такой обширный вопрос. Эстонцы язычники. Мы на этой волне тоже поняли друг друга. Самые неверующие в Европе говорят эстонцы. Но Ну, язычество это тоже? Язычество вера. это, может быть, да, это неправильно. Может быть, эстонцы верят в таких вещей, как камни, больших травы, так, природу. Может быть, больше. Канонические веры жизнь большие. Язычество все-таки другое. Я вообще считаю, что язычникам театр близко. Поэтому такой театр у литовцев тоже близкий. Потому что религия иногда мешает театру. У нас действительно там такие святые камни и места, и Дерево. дерево. Это эти очень важные места для эстонцев. Скажите тогда, а почему вот сохранилось? Все-таки давление было колоссальное монотеизма. Из запада, из востока. Наверняка насаждалось и официальные люди. А вы все равно как бы чувствуете, что это что-то свое. В чем причина? Вы как театральный деятель видите вот это духовное сопротивление? Но я думаю, что самое важное все-таки культура, народная культура. Если у тебя есть такое общество, которое говорит об этом одном языком, культура это все-таки самое важное. И наверное, эстонцы есть такой сильная народная культура. Язык мне не так хороший, но может быть вы понимаете, что это очень важно. Поэтому мы сохранились, да, что у нас свои праздники, у нас свое святое место, у нас все-таки своя страна. Это очень важно для нас. То есть идентификацию вам удалось сохранить через язычество? Сельское что-то спасло. Земля. Куда ушли? Если бы это был город, большой город, а в Эстонии там много деревень. Полтора, и вот там осталось. Крестьянство. Обычно же говорят, вот, чем больше государства, тем больше оно нуждается в монотеизме. Потому что это как бы государственное, а не народное. Народное. А
И один из важных вещей тоже язык. У нас свой язык. Никто не говорит такой язык, как мы говорим. Даже финны, они похожи, но язык другой. Поэтому я думаю, что это тоже очень важно. Расул? Здравствуйте, Татьяна Антон, русская редакция СМ. Хотела спросить, услышать ответ на вопрос венгерского коллеги по поводу того, как сохранить национальную целостность в условиях глобализации. Какой вот ваш рецепт будущего эстонской культуры? Как вы это понимаете? Ну, не только святые места, язык, камни. Но природа очень важна. Природа очень важна, чтобы у нас красивая страна и красивая природа. Это очень важно. И Марина. Там дикие леса вообще, очень много. Деревьев. Айда полностью. Скажите, пожалуйста, когда театр получается, это тоже сакральное такое национальное пространство, которое способствует национальному духу? ну, конечно. Я потому что прочитал, вот у якутов, они прямо выдумали программу через эстетизацию, через театр создать национальную организацию социального общества. То есть у вас тоже роль театра такая же колоссально важная, как вот они построили. Конечно. Поэтому это видно, что у нас театр очень популярный, почему вот у нас так много зрителей, да, почему театр так популярный. Но, как Сергей сказал, что театр дома языка, и это тоже очень важно, чтобы могли посмотреть спектакли, могли писать пьесы этому языку, это очень важно. Все, книгу надо писать, это все наша культура. Аус Китсберг же писарем был. Немцы сначала были. Он выучил немецкий и начал писать на немецком. Работал писарем. Потом пришли русские, и он уже остался без работы. И он начал писать пьесы. И там даже есть для сельских людей написаны пьесы. Не для города, да, а для деревенских людей. Пьесы для деревенских. Тоже. Да? Хорошо. Анна Чудина, как дело сейчас обстоит с национальной литературой? Национальным. Эстонский? Да, Да? Да. современность. Ну, согласись. No kuidas meil on kaasaegse kirjandusega? Kirjandus. Другие используются в театре профессионально. Иногда используется и поэзия, и так далее. Эстония очень популярна сейчас, очень много играется эстонские пьесы. Даже драматическим театром нашим был там репертуар где-то 10 эстонских пьес. Это очень популярно сейчас. Театр Рам, наверное, никто так количество пьес не заказал, как Театр Рам. Я заказал где-то 35 пьес эстонского автора и платил за это. Мы очень много делали эстонские пьесы, очень много делали. И сейчас тоже делаем все время. Заказаем, они пишут какую-то тему или интересным какое-то время они писали, у нас были известные спектакли с художником, эстонским художником такую работу мы все время делаем. И это публику это очень нравится, эстонской публике. То есть литература на данный момент в Эстонии не забытый жанр, да? Нет. И востребованный, да? Да, очень популярно сейчас. Но мы понимаем, что разные времена были. Начало 90-х очень популярный был такой мировой классика и мировой современные пьесы. Но где-то втором половине уже
В 90-х годах. В 90-х годах втором половина уже много эстонских пьес появились в театре. И тогда было очень модно даже заказать пьесы эстонского автора. Я последний спектакль поставил, тоже классика, Ванахаган называется, проза эстонская. И мы написали пьесу по этому произведению. На русском написали, потом перевели на эстонский. Там был, Играем на эстонском. там был другой интриг. Книга такой, роман есть. Но мы думали, что может быть кого-то другой и пишет пьесу. И русский драматург Миша Башкиров писал пьесу. Это тоже, может быть, немножко интригировали, как эстонцы понимают это. И таких работ тоже очень интересно. Следующий год, я хочу еще сказать, что следующий год, 2018, да, будет 100 лет Эстонского республика. И для этого сделают проект 100 лет Эстонского республика. Там театры эстонские разные вместе работают. Каждый там сделали с лотерея, выбирали разные театры, и они вместе работают все на один кусочек 10 лет, например. 10 таких проектов будет, и один маленький, один большой театр вместе работают, одни десятку делают спектакли. То есть 10 лет из этих 100. И по лотерее каждый выбрал себе. Да. А будет это один проект или 0? Или... 10 спектаклей будет. 10 спектаклей будет. Театр во время следующий год. Каждый месяц будет новый премьер про 10 лет. И для этого рождаются новые пьесы тоже. Театр РАМ есть 70-е, и мы в одном большом театре работаем вместе. И у нас мы думали, что делаем революцию хиппи, такой у нас название. И Миша Дурников писал пьесу, и Юрий Квятковский и Ксюша Беретрухина делают этот проект. Поэтому мы сработаем эту десятку с русскими режиссерами и художниками, потому что у нас был мы были в это время вместе, и у нас история. Да. Вопрос можно? Родительский татарский театр. Скажите, пожалуйста, какие проблемы волнуют сегодня эстонского зрителя? И в связи с этим, какие жанры предпочтения какой-то есть? Превалирует какой жанр есть у вас? Проблемы, очень хорошие. Мне тоже нравится этот номер, 1 200 000 зрителей. Это очень хороший номер, но если мы думаем, кого будет посмотреть спектакль, и кто будет ходить только в театр, это тоже, я думаю, что половина этого публику интересует спектакль, и он ходит в театр поэтому. Половина где-то ходит в театр только что хоть театр или нравится какой-то театр. Это статистика очень хорошая, но я думаю, что это тоже немножко опасно. Может быть, мы как продюсеры и режиссеры удобнее думаем, что очень публика нравится театр и все, но надо все время что-то делать, чтобы мы не спали или как это. Это хороший номер, но да, и какому театру у нас делается, это тоже важно, потому что я думаю, у нас большая проблема, все-таки маленькая страна не может устроить такую хорошую
режиссерские школы. И поэтому тоже надо думать, чтобы были будущие режиссеры, которые могли руководить больших театрах и могли поставить большие сцены. Вот эта работа, я думаю, мы хорошо не делаем. Надо послать молодых учиться в другом, ну, в Россию, например, хорошая театральная школа. То есть проблем с посещаемостью у вас нет, больше проблемы именно в кадрах режиссеров. Ну, я думаю, что это проблема не только Эстонии. Я думаю, что да, это почему режиссеры хотят поставить в таких местах, как Старый вокзал или Старый котельный. Потому что они, может быть, ну, это нестандартные ситуации, и, может быть, они немножко устали классическим сценам. И поэтому я думаю, что это более интересно. Там какой-то атмосфера есть другой, там можно что-то устроить цветом другому. Это все-таки какая-то возможность быть не рутиной. Яна, студентка, если у вас режиссеры музыкального театра, если есть, то на что они опираются? Есть свои композиторы или вы берете западную культуру, музыкальный спектакль, кроме оперы? Ну, оба есть там. Эстонский. Кстати, а почему РАМ? Как расшифровывается? РАМ. Пусть они мел. РАМ это как рамка. Это как, если хорошая идея, мы помогаем, поставим рамку. Мы продюсеры. У нас проектный театр, у нас разные проекты, у нас разные актеры в разном проекте. У нас большинство играет свободные актеры. Где-то репертуар у нас 9 или 10 спектаклей. И мы год играем 9 или 10 спектаклей. И все такие проекты. Нет, не типично. У нас все-таки репертуарная система большинство. Но маленьких тоже очень много сейчас. Это частный, да. Но у нас очень много свободных актеров. У нас актерский союз, там больше, чем половина уже свободные. А театров примерно сколько? Театров. 8 учрежденных государством целевых центров. 1 публично-правовой и 2 городских театра. Ну да, где-то 10 больших и где-то 30 маленьких. И пару десятков частных, даже более 40. Да. Да, пока да. Я хотел сказать, что мы в этом спектакле используем народные песни. Когда Сергей пришел, тогда он сразу сказал, что каждый актер, каждому надо найти свою песню. И вечером вы тоже видите, это важная часть спектакля. И через это народная песня, мы называем это реги-лауль. Лауль значит песня, и реги это древний слов. И через этот реги-лауль наша культура сохранилась. Вот вопрос вам. Простите, повторите, реги это что значит? Ничего. Это очень древний слов, мы даже не помним слова. Почему слово реги на венгерском значит древнее? Ну вот, мы же Реги, вона. Реги это древнее, по-венгерски. Венгерский, да? Ну, А. венгерском. Да. Мы родственники, Да. финно-угорцы, мы родственники, поэтому наш язык
Топор. где-нибудь встречается, да. Кирвес. Этот. А рegi on ju saan ka tegelikult. Regi on. Regi это тоже, Ma ei tea, kus on saan. вот, есть так, здесь лошадь, да, и здесь это где люди сидят. Зимой. Зимой, Вот. да. Это тоже называется рegi, и может Я. быть это потому, что через песню мы пойдем куда-нибудь, это возьмет нас с собой. И сейчас в современном театре стало очень популярно это наша народная песня, все, потому что для зрителей это мы помним, кто мы были давно-давно. Там еще очень интересно, что мы в Якутии играли, и там один якутский танец, да? И эстонцы понимали это. А если якуты мы играли, так там Аплодис. большой реакция сразу. Посоха, этот круговой танец. В 90-х, когда мы начали подниматься, мы начали танцевать этот танец в темноте, в площади. 20 человек, 3, потом 5, 6, потом 10, потом в конце 100, потом 1000 людей начали танцевать в темноте. Ну ничего плохого уже не делают, просто люди танцуют танец. Ну, это тоже нам дало. Я надеюсь, что сегодня наш фестивальный зритель, он немножко уже подготовлены. 5 дней идет фестиваль Наурус, и эти символы-то они будут считаны. Коллеги, если вопросов нет, то, в принципе, мы все заинтригованы, все ждем спектакля. 19 часов. Увидимся в большом зале. Спасибо.